В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. С вами Василий Радченко и коротко о темах выпуска. Большая часть зараженных выявлены в Москве. В столице продолжают принимать все новые меры по ужесточению режима самоизоляции. В первую очередь важна скорость принятия решений. Власти создают новые меры поддержки бизнеса, а сами предприниматели пытаются найти решения в самых неожиданных отраслях. День отметился и серьезными переменами в руководстве регионов. Сразу в 3 субъектах страны сменились губернаторы. Правительственный сайт stopcoronavirus.rf обновил последнюю информацию по эпидемиологической ситуации в России. 601 новый случай заражения коронавирусом выявлен в стране за минувшие сутки. 4 человека скончались, выздоровели 46. Первый случай смерти пациента зафиксировали в Приморском крае. Умерший 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Всего в стране на данный момент зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19, из них 34 с летальным исходом. Удалось вылечить 281 человека. Большая часть зараженных, почти 3000 человек, выявлены в Москве. По словам экспертов, эта статистика будет только расти. В столице страны принимаются все новые меры по ужесточению режима самоизоляции. Последние подробности узнаем у нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозу. В Москве определились со штрафами для людей, которые нарушают режим самоизоляции. 4000 рублей вы заплатите, если выйдете из дома. 5000, если уедете за город. И еще 5000 рублей за повторное нарушение. Конечно же, людей всех на улице останавливать не будут. Эта мера, скорее всего, будет применяться в тех случаях, если вы соберетесь, например, пожарить шашлыки у себя во дворе, в парке или в лесу, или, например, соберетесь с большой группой людей где-то в центре города, то к вам обязательно подойдут полицейские. А также для людей, у которых уже выявлен коронавирус, депутаты Мосгордумы предлагают такую меру, как слежение по видеокамерам. В этом случае будет срабатывать система интеллектуального распознавания лиц. Как она работает? Да, я сразу скажу, что это не какая-то тотальная слежка. Значит, система, которая включает в себя 175 тысяч камер видеонаблюдения в Москве, не содержит персональные данные москвичей. Она преобразует картинку, которую получает, в цифровой код. В том случае, если цифровой код, полученный с камеры видеонаблюдения, совпадает с неким цифровым кодом, который включен в специальную базу данных, в этом случае при совпадении двух цифровых кодов будет происходить сигнал. На такие меры депутаты пошли из-за того, что участились случаи, когда люди, у которых выявлен коронавирус, все чаще нарушают режим самоизоляции. Они пытаются сбежать из больницы или уехать на своем авто в другие регионы. И вот теперь народные избранники предлагают еще и отбирать машины у таких нарушителей. В любом случае нужно вводить жесткие меры насчет людей, которые заболели коронавирусом. Видимо, эти люди не до конца понимают все серьезности болезни. Ну, конечно, отбирать машины тоже не нужно. Я думаю, в принципе, достаточно будет просто отобрать ключи и документы, да? Ограничить максимальное их движение, сделать так, чтобы эти люди сидели дома, обеспечить их продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами, да? И следить по их здоровью, получается. Ситуация в Москве остается самой сложной в стране. В городе даже придумали особую карту, на которой отмечены районы и улицы, с которых увозили людей, заболевших коронавирусом. Можно зайти и посмотреть, насколько это далеко или близко от вас. В метро устанавливают тепловизоры, и людей, у которых повышенная температура, в подземку не пускают. Но пассажиропоток и так снизился на 82%. Большинство москвичей понимают, что сейчас лучше лишний раз не выходить из дома. Максим Кардозо, Виктор Олицев, Москва. Айсен Николаев дал комментарий в программе «60 минут» с Ольгой Скобеевой на телеканале «Россия-1». Ведущая задала вопрос, какие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин, почему ввели сухой закон в Якутии и как это связано с коронавирусом. Конечно же, все поручения, которые Михаил Владимирович сегодня раздал и в адрес правительства, и в адрес нас, регионов, они касаются одного – это борьба с коронавирусом. Важнейшая задача, мы ее исполняем на всех уровнях. Что касается вашего вопроса по сухому закону, то он введен у нас на территории 4 муниципальных районов города Якутска, Жатая, Нерюнгринского и Милинского районов. Связано это с чем? У нас же, к сожалению,
в целом в России, и у нас в Якутии, в частности, на прошлой неделе, когда президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил следующую неделю нерабочей, многие решили, что это дополнительные каникулы, дополнительный отпуск. И у нас вот четверг-пятница, как мне докладывали, реализация спиртных напитков выросла более чем в 2 раза. И, к сожалению, сразу же в субботу-воскресенье пошел вверх вал преступности. На прямой связи был Николаев Айсен, глава Якутии. Граждане, ну вы уж, пожалуйста, не употребляйте, вон уже сухие законы вводят по регионам. В первую очередь важна скорость принятия решения. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Он рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые содержатся в указе главы Якутии о мерах поддержки устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Застройщики и генподрядчики получат отсрочку арендной платы по земельным участкам государственной и муниципальной собственности. Также в пределах региональных полномочий будут приняты решения по вопросу налогообложения. Оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с которым были введены первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания на 2020 год освобождены от налога на имущество. Перевозчики городских, пригородных и междугородных автобусов освобождены от транспортного налога. Для предприятий в сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, спорта, бытовых услуг, многих очень отраслей снижена ставка по упрощенной системе налогообложения. Для тех, кто платил с объекта дохода, снижено до 1%, кто платил с базы дохода минус расходы, снижено до 5%. То есть, как вы видите, существенное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. В сложившейся ситуации предприниматели вынуждены искать выходы. Многие торговые точки закрыты, другие сокращают объемы производства, а кто-то продолжает оставаться на плаву. Сергей Михедов поговорил с одним из молодых предпринимателей и узнал, что может помочь бизнесу. Артур Аржаков в бизнесе уже 4 года. Компания «Ягоды Якутии», у руля которой он стоит, производит сиропы, варенье и воду под известной практически каждому якутянину торговой маркой «Кюн». Кроме того, предприятие реализует мясные полуфабрикаты и доставляет готовую еду. Все производство экологически чистое и только из местного сырья. По словам Артура, ограничительные меры в связи с COVID-19 серьезно сказались на его деле. Падение покупательского спроса очень заметно на продукцию местного производства, на довольно дорогую продукцию. Да? У нас, получается, есть очевидное снижение продаж. Вот сейчас мы так понимаем, что люди больше ориентированы на удовлетворение своих первичных потребностей. Сократились объемы производства, соответственно, и технологи в цехах работают меньше. В неделю 4 рабочих дня вместо 6. Все на производстве трудятся в масках. Усилены и санитарные правила. Генеральные уборки раньше были раз в неделю, теперь у нас каждый день идет апробация, санация всего помещения. Бактерицидные лампы у нас сейчас работают в присутствии людей. Ну и дезинфекция у нас идет 2-3 раза в день. А раньше это делали в конце рабочего дня. Трудностей прибавилось, но, как известно, кто ищет выход, тот всегда его найдет. Не зря предприниматели от слова «предпринимать». Теперь основной акцент вместо розничной торговли компания «Ягоды Якутии» делает на доставку продукции прямо до дверей, причем бесконтактным способом. Чаще всего люди берут готовые и также замороженные продукты. Это манты, бузы, китайские пельмени, также местные и фарш. Все это через телефон, то есть у курьера тоже есть в телефоне эта программа, которой мы пользуемся, и он видит то, что есть заказ, и то есть мы даже не контактируем между собой. То есть это все делается удаленно. Рассуждая о возможных выходах из ситуации, то, конечно, Артур рассчитывает в первую очередь на себя и знает, какие меры поддержки точно помогут малому и среднему бизнесу не оказаться на дне. Сейчас очень много зависит от тех мер поддержки, которые наше республиканское руководство разработает для нас. Да? Сейчас надо конкретно говорить о каникулах. То есть, если это кредиты, то времени, когда проценты не начисляются. Если это аренда, то это аренда, которая не начисляется. Если это налоги, то если за прошлые периоды, например, то это отсрочка платежа может быть, но
налоги, которые начисляются в этом году, это должны быть каникулы. Предварительно режим введенных ограничений сохранится как минимум до конца следующей недели. Многим предпринимателям приходится затянуть пояса, приспособиться и продолжить поиск новых возможностей. Ведь после преодоления трудностей навсегда остается опыт, а для бизнеса это бесценный ресурс. Впрочем, как и для любого дела. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск. Дистанционное обучение в школах Якутии начнется с 6 апреля. Об этом в своем твиттер написал глава региона Айсен Николаев. Обучение онлайн коснется среднеобразовательных учреждений. Также с 6 апреля студенты вузов и СУЗов начнут учиться дистанционно. В Северо-Восточном федеральном университете сообщили, что вход в учебные корпуса уже ограничен. Доступ имеют лишь сотрудники, которые обеспечивают хозяйственную деятельность, безопасность, а также бесперебойную работу интернет-сервисов. Даже в такой сложной ситуации, в которой регион, страна и весь мир оказались сегодня из-за пандемии коронавируса, оставаться сильными духом призвал настоятель храма в Ленске отец Анатолий. В своем видеообращении он вернулся к истории и привел примеры, когда человечество уже оказывалось перед подобными трудностями. И сейчас, в период экономических трудностей, когда общество находится в смятении, сказал, что мы с вами должны сделать все, чтобы это быстрее прекратилось. В первую очередь необходимо выполнять требования врачей, оставаться дома, не подвергать опасности себя, своих близких и окружающих. И сегодня мы с вами, каждый по-разному ограничен, каждый теряет в той или иной мере какие-то социальные блага. Каждый из нас, наверное, находится в какой-то тревоге, в какой-то такой, может быть, боязливости в отношении будущего. Но я думаю, что эта ситуация должна научить нас, всех россиян, жителей каждого города, там, республики, всей России, быть ближе друг к другу и внимательно относиться друг к другу. В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора. Свои посты оставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава республики Коми Сергей Гапликов, а также губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. На место главы Ненецкого автономного округа президент Владимир Путин назначил Юрия Бездудного, который был заместителем губернатора округа. А экс-главу Александра Цыбульского он назначил в Рио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова. Принята отставка главы республики Коми Гапликова по собственному желанию. Владимира Уйбу назначили временно исполняющим обязанности главы республики Коми. Ну а Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. В связи с заявлением бывшего руководителя региона Владимира Илюхина о досрочном прекращении полномочий президент России принял его отставку по собственному желанию и назначил бывшего премьер-министра Якутии Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность избранного лица. К другим событиям. Детеныш белых медведей Колымана и Ломоносова впервые вышел из берлоги. Зоопарк Орто-Дайду провел онлайн-трансляцию события в Инстаграм и Ютуб. По словам специалистов зоопарка, медвежонок очень шустрый и активный, его вес почти 18 килограммов. Он будет жить в якутском зоопарке до года и даже дольше, пока не определится его дальнейшая судьба. Кроме того, зоопарк Орто-Дайду в ближайшее время объявит конкурс на имя медвежонка. Какой смелый! Это были главные новости уходящей пятницы. Наш телеканал продолжает следить за развитием событий, держать вас в курсе новостей. Находитесь дома, берегите себя и своих близких и до свидания.